Люди, которые говорят о независимости, о каком-то правительстве, изгнании, то сейчас независимость отстаивать, я ж вошку, она всех говорит такой-то рошкача. Это соглашение, подписанное президентом так называемой республики Ичкерия Асланом Масхадовым и президентом Российской Федерации. Соглашение подписано в 1997 году. И согласно этому соглашению, именно оригинал Арких-Тухар, здесь прописаны пункты. Каждое федеральное министерство, ведомство, они финансируют каждое региональное ведомство. Выплата пенсии, пособий, заработной платы, компенсации, то есть все социальные выплаты на протяжении 2 военных кампаний Новчичу федеральный центру ящил финансирование ЦАСатиняц. То есть ни о какой независимости вообще речи не было. Хочу показать вам следующее письмо президента Республики Ичкерия Масхадова, который обращается к федеральному центру. В связи с крайне тяжелым положением, сложившимся вопросов хлебобулочного снабжения Республики Ичкерия, Кабинет министров просит вас рассмотреть вопросы снабжения населения Чеченской Республики хлебом в счет бюджета, который вы нам выделяете. То есть независимая Республика Ичкерия просит у федерального центра выделить хлеб им. То есть мы здесь можем судить, понять до анализа, о какой независимости, о каких лозунгах может сегодня идти речь. Очередное последнее соглашение между Масхадовым и Ельциным, подписанное соглашение в 1997 году, договор о мире. Навсегда отказаться от угрозы применения силы при решении любых спорных вопросов. Хасаюрдовские соглашения подписать событий, кто нарушил этот договор, кто нарушил это соглашение. Одним словом, есть вся документальная база, есть видеоархив, есть любые доказательные документы. За границей в изгнании, председатель правительства позиционировать вошел. Тогда эти буквально обращения. Меня обвиняют в предательстве, меня обвиняют, что меня критиковал Масхадов, что меня разжаловал Масхадов. Ца доказательства, говорит, ишпах. Нагло он говорит, ца доказательства. Говорит, хотя у нас есть на руках видеозаписи, мы их публикуем, где открыто Масхадов еще в тот период его критикуют, называют его предателем. Доказательно.